Мы вообще в диаспоре никогда не делились. Ты абхаз, ты адик. То есть у нас одна целая семья была, и у нас одно общество. В целом в Турции Абхазия, адики один единый народ, и мы те же танцы танцуем, те же наигрыши уже изучаем. Уже ровно 10 лет, как в научном мире Абхазии можно увидеть и услышать выступление музыкального фольклориста, кабардинку по национальности Дежин Чурей. Она автор 9 книг о литературе черкесского зарубежья и музыкального фольклора абхазо-адыгской диаспоры в Турции. Дежин работает в Абиги, в Абхазском государственном университете и в музыкальной школе искусств номер 1. Она ездит в Турцию сама, из Турции, хотя сейчас нашей невесткой стала кандидат искусствоведческих наук, известная ученая, и в Кабарде ее хорошо знают, и у нас хорошо, мы тоже знаем ее. Вот, и занимается очень нужной проблемой, которой у нас, к сожалению, возможности нету, поэтому мало кто этим делом занимается, но это несметное количество проблем по фольклору, музыкальному фольклору, а она ездит в Турции, собирает фольклорный материал адыгов, абхазов, музыкальный фольклор с текстами. Это очень большое значение имеет. И она в этом плане делает очень нужное дело. Лыпшмит главное стахамачку замана Тимур Бизария Хундкара премия лауреат Зальмитихтас Хундкара премия лауреат Ажира Гана Хала Ажира Башапнпа Абрия Аказара Гана Хала Ажира Аказара Ахум Абджир Курукатаром Ахузбома Гизхазев Шубри Бригана Хала. Что мы знаем хорошо, что очень большая часть абхазов в силу трагических событий находится за пределами родины. А эта культура, они, конечно же, насильственно ушли, но вместе с собой унесли очень много культуры, например, традиционной культуры. Изучая фольклор нашей диаспоры, конечно, мы многое откроем себе, и в музыкальной части тоже. И это была у нас как раз-таки в фольклористике всегда не хватало. Хочется сказать несколько слов об ее отце. Ему очень большое спасибо. Диаспора, когда возвращается, это самое большое, что может сделать, скажем, наши диаспоры из Турции, что могут сделать. Ее отец показал очень хороший пример, как помочь родине. Ее вернул, как она стала гражданином и Кабардино-Балкарии, и Абхазии. А Абхазия – это тоже ее вторая родина. И это очень важно, потому что возвращение, он очень хороший пример для нас. И она не просто вернулась, скажем, как репатриант, она пришла со своим багажом знаний, огромные знания по традиционной культуре. Каждый народ имеет свой стиль жизни, да, и абхазы, адыги, и другие народы, и у каждого народа есть свои инструменты. И эти инструменты, естественно, связано было
какими-то обрядами. Именно вот развито еще у адыгов и абхазов свадебный фольклор. Да? Вот и сегодня очень актуальная тема свадебный фольклор, и я занимаюсь фольклор диаспоры, то есть абхазо-адыгская диаспора, проживающая в Турции в основном. Дежин Чурей довелось поработать вместе с лучшими адыгскими фольклористами Зауром Налоевым, Асланом Цепиновым, Адамом Гутовым и Зарамуком Кардангушевым. Вот очень ценная книга «Музыкальный фольклор адыгов». Здесь полностью разделена, какие танцы и какие композиторы этим занимались, и вообще, что такое музыкальный фольклор. Далее очень интересная работа композитора была Молов Владимира от музыкального фольклора к национальной опере. То есть сегодня мы говорим о классической музыке и так далее, это академическая музыка, да, но все идет от фольклора. Мы понимаем, что такое фольклор, да, это с английского folk music, да, вот это значит принадлежит народу, то есть народная мудрость. Это касается, музыкальный фольклор касается к одежде даже, музыкальный фольклор касается к еду, музыкальный фольклор касается, я так сказала, истории, религии. Без этих элементов мы не можем раскрыть музыкального фольклора. Вот, например, это 7 томов в свое время сделали народные песни и инструмента нагриша адыгов. И здесь есть еще абхазские вещи и абазинские вещи, которые сделаны с ними. Далее вот, например, очень уважаю и уважала Заур Налоев. Многие тексты с ним фиксированы у нас в КБР, в Кабардино-Балкарской республике. Архивные материалы имеем. Основные инструменты у абхазов, адыгов есть 11-10 инструментов. На сегодняшний день мы считаем, вот то, что вы видите, эти инструменты, я немного о них буду рассказать. Вот, например, это называется апапшина, как у абхазов ачамгур был. Это как в нарском эпосе об этом инструменте говорится, что 8 человек играл на этом инструменте, лечили больного человека. И этот инструмент, мой любимый инструмент, можно сказать, раньше было двухструнный, а теперь уже в современном виде они трехструнные. Но я могу для вас немного музицировать. Этот инструмент очень важно было в свое время, во время свадебного обряда. Вот, тогда не было ни аккордеона, ни гармошки и так далее, играли на этом инструменте. Этот инструмент в основном играли мужчины, ни в коем случае женщины. Особенно сделали из самшита этого инструмента. Сегодня можно металлические струны иметь, и исполнителей много, и я могла вам немного сыграть тоже, если позволите. Да? Этот инструмент называется шига-пшина, у абхазов абхарца. Да. До этого хотела показать вам здесь одна литература, как сделана красиво это мастером Замудином Гучевым. Учимся играть на шига-пшина.
Сегодня такую же работу готовится на музыкальное училище в Абхазии, играть на абхарца. Вот скоро, наверное, это тоже выйдет. Это работа Отара Хунсария, материалы и архивные материалы его было. Это меня тоже радует, что не только у адигов, и у абхазов тоже это инструмент, ведущим инструментом было. Хочу сказать, в нарском эпосе об этом инструменте тоже говорится, что 12 шиджапшинауа, это так и называется, которые играли на нем, тоже лечили больного человека. Не только лечили, а еще на свадьбах специально играли на этом инструменте. Сегодня очень много материалов, именно нотные материалы, есть для этого инструмента, партитура для этого инструмента, но усовершенствовали этот инструмент еще так, знаете, раньше было двухструнные инструменты. Вот здесь фотографии, например, мы видим, что играли на двухструнных шиджапшины, затем она пошла более современным 4 струны, как на скрипке, а сегодня нас радует еще 6-струнный инструмент, сделано кабардинским мастером. Это дает возможности играть такие сложные произведения, когда больше струн. Да? Сейчас дети тоже очень любили на этом играть. Вот, например, есть фотографии здесь, что уже интересуются и дети. И видите, именно вот тоже в Адыгее как бы класс, мастер-класс ведутся, и желание есть у детей. И я думаю, и здесь это есть. У нас музыкальная школа имени Ковача тоже есть такая группа. Мой любимый инструмент, это самый древний инструмент, это духовые инструменты были. И у абхазов, и у адигов, да, ачарпын у абхазов, сколько я уже знаю, и у адигов бжами. Конечно же, здесь вы видите, это не та форма, то есть традиционная форма не такая была, но по звучанию я подбирала именно тот духовой инструмент, как сегодня играется. То есть в адыгском это бжами, это рог, как раньше было, и абык, да, у абхазов абык, и сегодня она уже сделана мастерам и используется в ансамблях. Вот здесь играли, естественно, тоже на свадьбах, но в основном играли лирические вещи. И аккомпанирующим инструментом было. Вот, например, звучало таким образом. Все духовые инструменты, ачарпын, бжами, они были мужские, то есть мужчины играли на нем. А сегодня можно играть на всех инструментах и женщинам. А последний вот главное, кажется, очень простой инструмент, но если вы можете попробовать даже, это очень сложно, это для ритма. Без этого инструмента никак. И использует, как абхазы называют его, акапкап, и адыги пхачич, то есть от слова пха – это дерево. И сделали в свое время тоже
из самшита, из фундука. А сейчас вот мастера делают такие орнаментирования, и на нем, что более ближе были к национальному. Раньше имела 3-4 дёжки, а сейчас имеет это 7-8. Бывает и больше. Но Дежин родилась в Турции, в адыгской семье. Мама нашей героини – Дипшоу Сюмер, из убыхского рода, проживавшего на территории Сочи. А отец Али Чурей, военный турецкой армии. Он провел этнологическое исследование древнейшего языка хатов. В Турции опубликовано 12 его трудов. Десять лет назад в один из своих приездов в Абхазию Дежин познакомилась с абхазским оружейником Тимуром Дзидзари. И с тех пор жизнь ее разделилась на 3 страны – Турция, Абхазия и Кабардино-Балкария. Адыгская невестка органично вписалась в быт абхазской семьи. زوجن قد بسيو راك جمهوريش قد بسيو بتخاطر دقو بسمشا قد تخاو وانت سمم زرساباتوس أرى وتراوب دزشتو يسمشا جيا أزحار وتخوب أزحار وتخوب راك أكتخو كلو موسكي تشري في دروت وبري زحم حي سمشا بري تخاو قد داقم زك برباقل وشتاق قلب مش قسم أكبي بوخد زي جيبي لرق عود بمشان را وصب يشوق وصي على زوم على صحة سمشا جيني ورشب تخوي يرت إنا ويقال زوم برزي جترت عروف صحة. Как отметила Дежин, в Кабардино-Балкарской республике последние годы стал заметен интерес народа к своим древним традициям. Особенно возрос среди молодежи интерес к национальной одежде. Пользуется большой популярностью одежда, сшитая в мастерской кабардинского дизайнера Мадины Сараль. Поменялись по своей форме и сценарию адыгские свадьбы. Они приблизились к своей традиционной форме. Буквально 10 лет назад уже началось вот это движение с помощью фольклористов. Тут же очень много делал известный фольклорист, этнограф Аслан Цепинов, его команда. Были разные люди, участвовали, в том числе и я участвовала. Он организовал, затем после него сейчас молодые люди это делают, его дети делают. Правильная свадьба, структура свадьбы. От начала до конца он сам участвовал в этом, вели вот свадьбу. Когда из дома девушку забирает, когда в дом жениха привозит, какие песнопения было. Он включил таких артистов, актеров даже из театра, понимаете. Это в более демонстрированном виде было, но она помогла восстановить тот пробел, который мы уже потеряли. И вот сейчас, понимаете, очень многие люди хотят именно сделать такую свадьбу. И одевать именно свои одежды, свои традиционные одежды. Вот как
кольцо идет от Кабардино-Балкарии, Адыгея, Карачаево-Черкесия. Уже вот 3 республики, где проживают адыги, уже хотят вот похожим друг друга то, что они имели раньше. Так хочется в Абхазии, я думаю, я уверена, что вот уже готовится какая-то группа, я это уже знаю, и вот именно пусть демонстрируют это, не надо бояться от этого. Потому что если ни я, ни он, ни она не будет делать, а от кого мы ждем все? We hazard the seat after Argrams and Afterson. Yatters over some after Satana. Мне нравится фраза Баграта Шинкуба, даже произведение «Пока живы корни, живет дерево». Это взаимосвязано адыгахабзой, апсуакябсом. Все начинается от этого. Вот мы, когда сохраняем все то, о чем говорили и говорим о фольклоре, это все идет от нашего абхазского этикета, адыгского этикета. То есть именно из этого начинается наша жизнь. Это основа самосознания народа. Когда мы этого потеряем, то практически все исчезает. Я думаю, абхазо-адыгская линия, она никогда не умрет. И этим хочу еще раз вспомнить, знаете, султана Сосналиева, вот выражение, она оттуда пошла, и первый президент Владислава Арзумба тоже, когда повторил на адыгском языке, это вот дала мне такой толчок, что мы будем жить. Что это? Псом япа динапа, то есть честь выше всего, это наше лицо. Мы должны перед всем, где бы мы ни находились, за рубежом, здесь, на Кавказе, мы не должны забывать
свое этническое лицо.